Здравствуйте, это вечер вторника и выпуск новостей Татарстана на ТНВ. В студии Султан Нугайбеков. Прямо сейчас расскажем, что произошло в республике за день и происходит сейчас. Серебро на вес золота. Ликование при победе, слезы при поражении. Все это мы увидели в финале. Сегодня в Казанском Кремле чествовали хоккеистов Акбарса. Что спортсмены подарили Раису республики, расскажет Рамиль Галиулян. К началу нового учебного года в Татарстане сдадут 11 школ. Потребность есть в школ, потому что раньше мы школы строили по нескольким программам. Сегодня это единственная программа, нацпроект образования. Достаточно ли это, чтобы все дети учились в первую смену, узнала Алия Хайрудинова. Лучшие в слове. Мы сейчас это проводник между ними и их домом. В Казани наградили победителей республиканского конкурса журналистского мастерства «Хрустальное перо». Кто они? Мастера слова нового времени. Увидел Рамиль Шайдулин. Когда серебро на вес золота. Сегодня Рустам Минниханов в Казанском Кремле чествовал хоккеистов Акбарса. Игрокам, тренерам и административному штабу клуба вручили серебряные медали. Напомним, казанская команда остановилась в шаге от победы в 7-м матче финала Кубка Гагарина, уступив московским армейцам. Команда продемонстрировала настоящую волю к победе и показала характер, а зрелищный и захватывающий хоккей стал залогом попадания в плей-офф, отметил Раис республики. А веря на следующий Кубок Гагарина, настроен на новый сезон и ответить Зинатуллы Белялетдинова на главный вопрос, останется ли он у руля, в репортаже Рамиля Галиулина. Кремль, Пушечный двор. Совсем недавно, по итогам спортивного сезона, на торжественном приеме у Раиса республики уже побывали триумфаторы своих чемпионатов – волейболисты «Зенита» и баскетболисты «Уникса». А уже сегодня здесь чествуют наших хоккеистов. Оркестр, улыбки и аплодисменты. В такой атмосфере Рустам Минниханов принимает гордость республики – казанский Акбарс. Хоккеисты пришли не с пустыми руками. Подарок Раису – панно с автографами игроков и серебряная медаль КХЛ. В этом году казанские клубы, конечно, приучили нас немного к другому металлу. Однако, без преувеличения, это тот случай, когда серебро с золотым отливом, говорит Рустам Минниханов. Вы продемонстрировали настоящую волю к победе, показали характер, зрелищный, атакующий, захватывающий хоккей. Безусловно, успешные выступления команды – это планомерная работа всего коллектива, руководства команды, игроков, тренерского и административного состава. Дуняк, бросок заблокирован, будет ли добивание? Мы в финале! Казанцам в этом году удалось сделать практически невозможное. Акбарс вышел в свой первый финал за последние 5 лет, во что мало верилось по ходу сезона. Команду штормило, лидеры не находили себя на льду. К октябрю барсы выдали худший старт в истории. Выводить из кризиса казанцев доверили хорошо знакомому Зинатулле Белялетдинову. При волшебнике Билли команда преобразилась. Со дна турнирной таблицы казанцев забрались на первое место Востока. А в плей-офф команда в нелегкой борьбе прошла неуступчивый нефтехимик, Адмирал и Авангард. Отдельно, Зинат Хайдарович, вот вам поклон, уважение. Мы гордимся вами, мы вас любим. Но все, что могли, все сделали. Аплодисментами давайте вот Зинат Хайдарович. Это наш бренд. В финале Казань снова проявила характер. Уступая в серии 3-1, команда довела противостояние с ЦСКА до 7-й решающей игры. Уже там, в драматичном матче, дважды ведя в счете, хоккейная «Фортуна» оказалась все-таки на стороне гостей. Но барсы заставили сомневаться в своих силах чемпионов последних лет. Это, пожалуй, тоже сродни золоту. Команда проделала хорошую работу. И я должен сказать, они сделали все необходимое для того, чтобы сыграть достойно. Нам, я еще раз повторюсь, нам немножко не хватило. Ну, не хватило, может быть, и опыта какого-то. Вот. Но ребята играли, в общем-то, на жилах, делали все для того, чтобы выиграть. Они себя не жалели, они преданно играли каждый матч. Команда прошла достойно. Огромное спасибо за медали, ребята. Спасибо тренерам. Действительно, ваш огромный труд в этой непростой ситуации, в команде, в новой команде, по сути, как команда... Самое главное, никто не разочарован в нашей команде. Мы гордимся нашей командой. Это самое главное.
Сейчас команда отправляется в отпуск, набираться сил перед стартом следующего сезона. Уже известно, состав претерпит небольшие изменения. Стан барсов покинули Дмитрий Воронков и Кирилл Панюхов. Но основной костяк удалось сохранить. Пожалуй, главный вопрос – останется ли Зейнутулла Беллидинов у руля команды. Но согласитесь, после такого трудно будет отказать. Рамиль Галиуллин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. К началу нового учебного года в Татарстане построят 11 школ. Это рекордные цифры за последние 10 лет. 4 из них сдадут в Казани, в столице столько никогда не строили. Это связано с резким увеличением количества учеников. Сейчас в школы пошли дети поколения 90-х. Тогда в Татарстане был настоящий демографический бум. Сегодня с ходом строительства нового образовательного учреждения Насибгата Хакима ознакомился министр Марат Айзатуллин. Строящиеся школы рассчитаны почти на 10 тысяч учеников. Сколько еще нужно их построить, чтобы в республике была только одна смена? И на какую федеральную программу рассчитывают специалисты Татарстана? На большой стройке побывала Алия Хайрудинова. Скрежет металла, запах краски, пыль под ногами. Насибгата Хакима строят новую школу. Здесь 3 этажа, 2 бассейна, 2 спортивных зала, школьный ресторан. 1 сентября сюда придут 1224 ученика. Мы находимся в малом спортзале для младших групп. На сегодняшний момент здесь ведутся покрасочные работы. Готовность примерно процентов 75-80. Больше 200 человек работают в 2 смены. Сейчас приступают к отделке. Покраска, укладка линолеума, проверка электрооборудования, канализации. Уже через месяц начнут завозить мебель. Все, что было заложено проектом, дизайнерами, все стараемся завести вовремя и в срок. И использовать качественные материалы. В основном пытаемся использовать материалы отечественного производства, но и от зарубежного мы не отходим. У нас получается линолеум, наливные полы, это все зарубежное производство, которое мы везем сюда. К началу учебного года в Татарстане построят 11 школ. 4 из них в Казани, 2 в Набережных Челнах, 5 в районах республики. 1 сентября их порог переступят порядка 10 тысяч учеников. Однако, чтобы учиться только в одну смену, этого недостаточно, говорят специалисты. Вот это вот все мы отработали. Грубо говоря, все как панно будет с этой стороны. Рисунки, да. Здесь все плитки. На строительство 11 школ выделено 16,5 миллиардов рублей по национальному проекту образования. Ход работ на особом контроле Минстроя. Сегодня министр Марат Айзатуллин лично осмотрел объект. Население Татарстана растет, говорит он. Каждый год в республике вводят в эксплуатацию больше 3 миллионов квадратных метров жилья. Сразу 4 школы в Казани строят впервые. Понятно, что этих школ, конечно же, не хватает, но и мы ждем программу. Есть уже, скажем, такие наработки и разговоры, что должна появиться федеральная программа, и все на нее надеются. Понятно, что мы 11 школ строим, но нам в нормативе их нужно 15 или 16. Поэтому проблема учебы в 2 смены пока остается. А вот проблему нехватки территории под строительство школ и детсадов решают сразу, говорит министр. Ее учитывают уже при разработке плана градостроительства. Наверное, в центре города сложно будет найти место под строительство такой большой школы. Но в новых жилищных комплексах как раз при проекте планировки и защиты этого проекта эти вещи сразу закладываются. Здесь мы, в принципе, вместе со всеми муниципалитетами четко отрабатываем и под те нормативы, которые сегодня, на тот момент действуют, сразу застройщики оставляют места под детские сады, под детские школы. Так, в новом ЖК Насибгата Хакима детсад уже был, а вот школу ждали. Очень близко, во-первых, такая большая школа. Надеемся, что нам места хватит. У меня 3 внуков в этом районе живут. Вот маленький пойдет в этом году в школу, и целая проблема, куда отдавать. А среднего внука приходится возить на машине в Адемнар туда и обратно. Здесь все-таки у них поближе к дому. Важно, потому что наша школа далеко. Это будет все-таки рядом, домов много, а дети ездят далеко. В республике в этом году на строительство и ремонт школ потратят почти 28 миллиардов рублей. Построят 3 детских сада, отремонтируют 86 школ, 143 пищеблока, 10 ресурсных центров, 5 общежитий. Алия Хайрудинова, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань.
В Татарстане растет аварийность на одних и тех же участках дорог. Так, на прошлой неделе только в Казани на Горьковском шоссе рядом с Лебяжьим озером произошло сразу 2 ДТП. В субботу здесь насмерть сбили женщину, она переходила дорогу в неположенном месте. Через день на том же самом месте пострадал мужчина. Как снизить аварийность, обсуждали сегодня депутаты Госсовета совместно с руководством ГИБДД. За 4 месяца в Татарстане произошло 911 ДТП. Погибли 65 человек, 1130 получили травмы. Чаще всего люди погибают в авариях вне населенных пунктов, отметил главный автоинспектор республики. Смертность на дорогах выросла в 13 районах. В 7 из них это Актанышский, Алексеевский, Высокогорский, Дрожжановский, Елабужский, Спасский и Ютазинский. Идет рост всех показателей. Это и количество ДТП, и погибшие, и пострадавшие. Депутаты предлагают выявить наиболее аварийные участки, предусмотреть возможность расширения проезжей части и установки ограждений. В районах планируют усилить работу по обеспечению безопасности дорожного движения. Основные нарушения, связанные, в которых погибают и страдают люди, это выезд на полувстречное движение и наезд на пешеходов. Только последнюю неделю мы в городе Казани видим 2 происшествия, которые произошли с наездом на пешеходов, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода, хотя в зоне видимости данного происшествия были пешеходные подземные переходы, можно сказать, безопасные, которые ни машин, никого нет, но, к сожалению, наши пешеходы на это не обращая внимания, переходили в неустановленном месте. 8 тысяч нарушений выявили экологи за 2 месяца. Почти 70% из них – это свалки. Цифры сравнимы с прошлым годом, но с принципиальной разницей. О большей части нарушений сообщили сами татарстанцы. 5 тысяч обращений поступило в министерство в ходе санитарно-экологического двухмесячника. К ответственности привлекли почти 2000 нарушителей. Где находится самая большая свалка с ущербом природе в 90 миллионов? Какие леса грязные и в каких районах чаще всего мусорят, знает Иван Сарафанов. Выгружали мебель какую-то старую, обшивку. Вот. Ну, то стоит одному выгрузить, и будут все валить. Вот уже как 3 месяца СНТ Заовражье превратилась в свалку. По словам садоводов, мусор сюда свозят все, кому не лень. Есть и виновник, хозяин 3 участков, которому мусор возят грузовиками. Без конца таскают этот мусор каждый день почти. Мы дважды снимали репортаж об этой свалке. После выхода материала в эфир инспекторы Минэкологии предписали ликвидировать мусорный полигон. Но ВОЗ и ныне там. Часть отходов владелец засыпал грунтом, а часть, похоже, свалил со склона вниз, прямо к роднику. По оценкам Минэкологии, на несанкционированной свалке около СНТ Заовражья складировано 5500 кубометров мусора. Причинен ущерб природе на сумму около 90 миллионов рублей. Владельцу участка направлена досудебная претензия. Эта свалка вошла в топ самых крупных по итогам проверок Минэкологии в ходе двухмесячника. Еще 2 такие в поселках Константиновка и Оки. Сотрудниками министерства определены собственники земельных участков, в отношении которых в последующем направлены исковые требования. В настоящее время идут судебные разбирательства. По одному земельному участку уже судебное решение есть в пользу министерства. Иск удовлетворен на сумму свыше 1 миллиона рублей. Как сообщили на брифинге, в Доме правительства за 2 месяца выявили 8 тысяч нарушений. В их числе 5 тысяч несанкционированных свалок. К ответственности привлечены почти 2000 нарушителей. Активно их выявлять помогают и татарстанцы. Каждый 3-й татарстанец поддерживает предохранные акции. Проведенный министерством опрос, социальный опрос показал, что 94% населения считают, что могут лично сделать что-то полезное для экологии. Участниками экоакции стали 700 тысяч человек. Это студенты, волонтеры, работники министерств и ведомств республики. Субботники прошли не только в городах и селах Татарстана, но и в лесах. Из зеленой зоны вывезли 700 кубометров отходов. Собрано в 4 раза больше сухостоя и валежника. Благоустроено 13 родников. Своевременному выявлению, пресечению, предупреждению захламления лесов отходами производства и потребления значительно способствует применение фотоловушек, беспилотных летательных аппаратов, которые были закуплены нами в рамках регионального проекта сохранения лесов. Больше всего загрязняют леса, граничащие с большими городами. Это Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Зеленодольск. Акция «Чистые леса Татарстана» продлится до середины июня. Иван Сарафанов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Извините, но у нас катастрофа. Кто должен готовить кадры для производства, государства или предприятия? Почему зарплата в 100 тысяч – это плохо? И чем закончится кадровая засуха? Закамье читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время».
Установки для очистки воздуха и танковые двигатели в нефтедобыче. Новые технологии для Татарстана сегодня представили в Доме правительства. Здесь во главе с Рустамом Миннихановым состоялось заседание Совета директоров Татнефтехиминвест Холдинга. Какие проекты заинтересовали и какое республиканское событие может стать федеральным, расскажет Лена Зинатуллина. Все это оборудование под запретом, и можно купить, наверное, только китайское. Руководитель уфимской компании рассказывает о разработанной ими установке для гидроразрыва пласта. Такой пользуются все крупные нефтяные компании, в том числе Татнефть. Сегодня он представляет российскую разработку с полностью отечественными комплектующими. Обычно это американские машины, достаточно тяжелый дизельный двигатель. Мы взяли эту схему, поставили газотурбинный двигатель ГТД-1250, это танковый двигатель от Т-80. Наш насосный агрегат можно полностью укомплектовать российскими деталями. Гендиректор Татнефти Наиль Маганов отметил, что в сентябре с этим оборудованием был небольшой дефицит, но на сегодня все потребности закрыты. Ознакомиться с продукцией делегация Татнефти приедет в Уфу. Я считаю, что то, что Россия движется в этом направлении, очень важно, потому что надо развивать свои производства. Об универсальных системах очистки воздуха рассказывает московская компания. В них используют активную холодную плазму, нет дорогих расходников сорбентов. Основное наше направление – это все-таки промышленная очистка. Там мы очищаем воздух от вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, включая окрасочные комплексы, стенды для двигателей внутреннего сгорания, пищевые заводы, фермы. Эти системы используют для очистных сооружений. Прорабатывается даже установка оборудования в московском метро. Рафинат после совещания состыкуюсь с нашими городскими властями, ну и руководители промпредприятий тоже зафиксируют. Запахи всегда очень люди отрицательно реагируют, и, конечно, вот эти вещи надо учитывать. Об открытиях ученых КФУ рассказал замдиректора Института геологии и нефтегазовых технологий Владислав Судаков. Это новые геохимические методы для ухудшающихся запасов нефти в помощь искусственный интеллект. Рустам Минниханов попросил оценить взаимодействие университета с Татнефтью. Все деньги, которые компания туда Татнефть вкладывает, они окупаемые инвестиции, и там потолок окупаемости не 5 и не 10%. Нормально, да? Да, нормально. Ребята работают с интересом, приходят с новыми идеями постоянно. Считаем наше сотрудничество продуктивным. Здесь обобщить наш потенциал федерального университета, Альметьево нефтяного института, Татнефть, чтобы это такой мощный консорциум был. Актуальные вопросы отрасли обсудят и на Татарстанском нефтегазохимическом форуме. Он пройдет с 31 августа по 2 сентября. Как сегодня рассказали, будет 4 международные и 1 всероссийская конференция, а также масштабная выставка, в которой примут участие 180 компаний республики, страны и зарубежья. Он у нас республиканский, но нам нужно стремиться к тому, чтобы делать его федеральным. Компании зарубежные хотят войти на российский рынок, и они все понимают, что это легче всего, быстрее и качественнее сделать через Татарстан. Потому что наши республиканские компании одни из самых эффективных. Форум пройдет на Казань-Экспо и в этом году будет посвящен 80-летию добычи нефти в республике. Лена Зинатуллина, Алмаз Заединов, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов сегодня провел совещание с руководителями малых нефтяных компаний. Обсудили итоги работы за первый квартал этого года и задачи дальнейшего развития. Объемы промышленного производства в республике стабильны, идем с небольшим ростом, отметил Рустам Минниханов. Раис подчеркнул, сегодня важно усилить работу по внедрению новых отечественных технологий в нефтедобыче и повышению компетенций специалистов компаний. В целом нужна очень системная плановая работа. Значит, особенно программа бурения, обустройства месторождений. Безопасность. Это все равно нефтяная промышленность. Оно этого требует. В Казани сегодня чествовали лучших журналистов Татарстана. Здесь прошла церемония награждения республиканского конкурса журналистского мастерства «Хрустальное перо». В этом году на участие в конкурсе поступило больше 2000 работ, на 500 больше, чем в прошлом. Увеличилось и количество номинаций, их стало 14. Среди победителей и наши коллеги. Кто ушел с пером, а кто уехал на новой ладе гранта, расскажет Рамиль Шайдулин. Журналисты со всей республики и не только. Раз в год они собираются вместе, чтобы узнать, кто получит «Хрустальное перо» – главную награду в сфере масс-медиа.
Всем удачи, с праздником вас! Конкурс проходит в 26-й раз. По традиции здесь выявляют лучших представителей профессии – журналистов, фотографов, видеооператоров, руководителей пресс-служб. Вкладом каждого из вас это перо становится крыльями, становится славой нашей замечательной республики и нашей замечательной страны. О том, что журналистика – это не профессия, а почти всегда призвание, говорят и вот эти фотографии. Уже второй год в республике проводится фото-выставка династии журналистов. Тех, кого именно перо и слово в свое время соединило с семейными узами. На выставке фотографии 45 династий. Одна из них – Махмутовы. Их сын Фанис Камал много лет ведет выпуски новостей ТНВ на татарском языке. Вместе они – семья журналистов, писателей и издателей, множество газет на родном языке. Дети иногда хотят отдыхать, иногда у них хочется туда-то уехать, сходить, съездить. Но у нас работа, она как на заводе, как на станке. Мы должны вовремя своим подписчикам доставить свои газеты. Среди журналистских династий еще одни наши коллеги. Заместитель исполнительного директора ТНВ Данил Гениятов и его супруга, ведущая новостей на ТНВ «Планета» Гульнас. Судьба так распорядилась. Нас связало не только семейными узами и трудовыми узами. Поэтому мы смотрим на это как бы очень просто, да. Это наша такая жизнь. Так считают и номинанты на «Хрустальное перо». Они представляют радио, газеты и телевидение. Наши профессиональные, очень ответственные, любящие свою аудиторию коллеги, они становятся не просто передатчиками информации. Они становятся членами семьи, огромной вот татарстанской семьи. Они входят в каждый дом, их любят, их ждут, им верят и, главное, в них нуждаются. В этом уверены коллеги татарстанских журналистов из ЛНР Александра Веселова и Евгений Мурылев. Все эти 8 лет они не прекращали рассказывать обо всем, что происходило у них дома, а сейчас и об СВО. Не переставать работать удавалось только благодаря вот этой сумасшедшей энергетике и желанию наконец-то попасть в родной дом, да, в родную Россию, с которой мы себя ассоциировали все это время. Ребята, которые там на фронте, они дают все. Они ждут, в том числе и нас, журналистов, потому что мы сейчас это проводник между ними и их домом. Сегодня в зале и наши коллеги, журналисты и оператор программы «7 дней» Зуфар Давлетшин и Андрей Ключников. Они уже дважды были в командировке в зоне СВО. Зрители оценили их серию репортажей о жизни в городах Донбасса. Сегодня каждый из них получил по хрустальному перу. Было серьезно и интересно в то же время, да, потому что мы не знали, с чем мы столкнемся, как мы будем работать, где мы будем. Со сцены сказали, что вот оно вот такое хрустальное, да, хрупкое. Но вот когда первый раз его держишь в руках, а я первый раз держу его в руках, оно не только хрупкое, но еще такое весомое, тяжелое. Ну, будем соответствовать. Сегодня читатели и зрители обоснованно требуют от вас, от нас не только освещать события, но и осмысление современных реалий, осмысление того, что сегодня происходит. И ценность и вес вашего слова, естественно, кратно возросли. Лучшей в своем деле в этом году признали пресс-службу Нижнекамска. Награду получает Яна Янькова. Подумать себе не могла 8 лет назад, когда начинала работать в пресс-службе, что я на данный момент буду и блогером, и видеооператором, и монтажером, и фотографом, и вообще всем и сразу. Но такая уж наша доля журналистская в нынешние времена – быть эффективным во всех направлениях. Точности и особой правдивости требует и освещение года культурного наследия народов России. Лучше всех с этим справились команды ГТРК Татарстан и Болгар Радиос. А в номинации «Медиаперсона года» награду получил министр экологии республики Александр Шадриков. Гран-при «Хрустального пера», а вместе с ним и новый автомобиль от Раисы Республики в этом году получил главный редактор газеты «Республика Татарстан» Александр Латышев. За плечами 56 лет творческой деятельности, 56, потому что гонорар я получил в 1967 году, 53 года в целом. Они все были связаны с журналистикой. Когда я служил на флоте, когда учился, когда в аспирантуре защищал диссертацию. И я, в принципе, доволен тем, что вот так все закончилось.
В этом году увеличилось и количество номинаций. Журналистов оценивали по 14 критериям. Увеличилось и количество поступивших конкурсных работ. Более 2200. Общий призовой фонд 700 тысяч рублей. Рамиль Шайдуллин, Сан Саитова, ТНВ. Казань. И сегодня руководитель администрации Раисы Республики Азгат Сафаров посетил Татмедиа. Он ознакомился с редакциями республиканских изданий, пообщался с журналистами и редакторами. Ему презентовали новые творческие медиапроекты. Затем на заседании Совета директоров подвели итоги работы в 2022 году и первом квартале этого. Завтра в республике завершается голосование по выбору объектов благоустройства. Участие уже приняли более 356 тысяч татарстанцев. Такие данные мониторинга сообщил Минстрой республики. Время для голосования еще есть. Каждый житель может выбрать парки, скверы и набережные, которые будут благоустроены в следующем году. В списке 267 общественных пространств. Сделать свой выбор можно на портале городсреда.tatar.ru, а также на сайте услуги РТ или через его мобильное приложение на смартфоне. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Гульназ Гизатуллиной. А я с вами прощаюсь. До встречи. Участвуй в премии «Экология. Дело каждого». Скорее присылай научную или творческую работу на сайт экологияделокаждого.рф. Победителей ждут путевки на море, смартфоны, ноутбуки. Успей до 1 октября. Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, врывается вперед. Опасный момент! Выход 1 на 1 и... Он чуть не попадает прямо в девятку, а? Помните, обгон – это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. Центр списания долгов «Идель». 8 93 93 100 100. Татарские платки. Национальное всегда с тобой. Казань, улица Каюма-Насыри, 11. Здравствуйте! В студии Гульназ Гизатуллина. Последний день уходящей весны принесет в некоторые районы Татарстана нестабильную погоду с дождями, грозными и порывистым ветром. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ночью ожидается 19 градусов тепла, днем потеплеет до 29 градусов, выше 0. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге ожидается переменная облачность, местами с небольшим дождем. Ветер порывистый, ночью около 18 градусов тепла, днем около 27 градусов, выше 0. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше облачно, без осадков. Ночью 17 градусов, днем плюс 24. В Арске, Кукмаре, Балтаси переменная облачность. Небольшой дождь ожидается и ночью, и днем. Ночью ожидается 16 градусов тепла, днем 24 градуса со знаком плюс. Прохладнее всего будет в Болгаре, Дрожжином и Буинске. Ночью и днем пройдут дожди, местами грозовые. В ночное время до 15 тепла, а днем ожидается около 20 градусов, выше 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачно с прояснениями. В ночные часы и утром местами дожди. Ночью ожидается 18 градусов тепла, днем 25 градусов, выше 0. В первый день лета вероятность осадков будет небольшая. Ожидается вполне комфортная погода. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Банк Аверс предлагает комплексное расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, надежность проведения операций, онлайн-резервирование счета в течение 20 минут, открытие расчетного счета бесплатно, доступ к современным дистанционным сервисам, профессиональное сопровождение внешнеэкономической деятельности. Банк Аверс – надежный партнер для вашего бизнеса. Нужно выбрать подарок? С Флауау это легко. Например, этот торт. Или этот на 1 000 000 подписчиков.
для бати. На день рождения и на просто так. Даже для тех, кто очень далеко. На FlowWow есть подарок для каждого. Скачивайте и поздравляйте. Если кто-то хмурится и нагоняет тучи, закажите ему сюрприз на FlowWow. Маркетплейсе необычных подарков с доставкой от 30 минут по всей России. Пусть букет из тропических цветов и сочные капкейки вернут солнечное настроение. В столице Татарстана ожидается облачная и дождливая погода. Местами прогремят грозы. Ночью ожидается около 18 градусов тепла, днем плюс 20 градусов. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в норме. Влажность воздуха 79%. Магнитное поле Земли спокойное. Новая линейка лимонадов «Базар» без сахара. Натуральный вкус и качественный состав. 4 сочных вкуса – виноград, груша, киви, клубника. Прекрасно утоляет жажду и заряжает энергией. О вкусах не спорят. Просто выбирайте свой лимонад «Базар».